Когда все остальные лгут, говорить правду – это не только протест. Это значит творить революцию. Поэтому будь осторожен, ведь правда – это оружие. Сегодня приехал на мероприятие, посвященное 20-й годовщине подвига 6-й роты Псковской дивизии ВДВ. Владимир Путин возложил цветы к памятному знаку «Купол» в поселке Череха и посетил часовню Святого Георгия Победоносца, где ему показали макет панорамы боя. 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье погибли 84 солдата и офицера. В живых остались только 6, но боевиков остановили. Прорваться бандитам не удалось. Террористы потеряли более 500 человек. За мужество и героизм 22 бойца Псковской дивизии получили звание Героя России. Из них 21 посмертно. Сегодня президент встретился с родственниками погибших десантников и побывал на концерте, посвященном памяти этих людей. Помним и чтим всех. Я хочу это подчеркнуть. Именно всех, кто отстоял Россию в борьбе с международным терроризмом. А их было, к сожалению, в этот период, переходный, сложный период нашей истории, много. Среди них и 6-я рота. Молодые люди, совсем мальчишки. И как они себя проявили. Прошло ровно 20 лет со дня знаменитого сражения в Чечении в районе села Улускерт. Тогда группа чеченских воинов во главе с Амиром Хаттабом полностью уничтожила элитный русский спецназ из Пскова, укрепившийся на господствующей высоте, перед которым была поставлена задача расстрелять из минометов израненную колонну воинов, изможденную двухнедельным горным переходом в условиях холодной зимы. 20 лет русское командование лжет о тех событиях, несмотря на то, что выдумки кремлевской пропаганды об этом бое неоднократно опровергались чеченской стороной. Москва по-прежнему пытается пропихнуть ложь в общественное сознание обывателя и навязать свою трактовку того беспримерного сражения, в котором русские потерпели унизительное поражение. И хотел бы еще вот по теме высказаться. Очень раздражает, как государственные каналы вообще-то освещают все события происходящие. Вот яркий тому пример — гибель псковских десантников, да. На самом деле-то там никаких гор трупов боевиков не было. Там погибло 18 боевиков. Штурмовала высотку около 80-100 бойцов у боевиков. Основная колонна стояла внизу. А зачем, к чему вот это вот вранье, какой-то неправильный патриотизм? Может быть, да, ради патриотизма, но это неправильно. Нельзя занижать угрозу, опасность. Надо показывать все, что есть. Нужна профессиональная армия. Зачем пацанов-то гробить? Понятно. Спасибо, Алексей. 29 февраля 2000 года близ Улускерта произошел ожесточенный бой между отборным отрядом русских и подразделением чеченских воинов. 70 добровольцев штурмовали высоту, на которой находилась рота тех самых псковских десантников, которые, как лжет российская пропаганда, якобы сдерживали натиск 2000 боевиков. 1300 воинов шли со стороны Шатоя в направлении Дарго-Ведено. Вымотанные долгим переходом, замерзшие, раненые, больные, воины вышли к ущелью реки Ваштар. Разведка доложила, что на высоте между Улускертом и Дуба-Юртом расположился отряд русских, в распоряжении которых были минометы. Очевидцы и участники того сражения рассказывают, что после короткого совещания раненый Шамиль Басаев, его несли на носилках и с оторванной ногой, приказал Хаттабу отобрать штурмовую группу и атаковать десантников. Хаттаб поначалу отказался, заявив, что колонна, хоть и под обстрелом, но сможет пройти десантников, не вступая в огневой контакт.
Однако Шамиль указал на то, что в случае прохода под огнем противника потерь будет несоизмеримо больше и что под угрозой минометного расстрела окажется арьергард колонны. Затем Шамиль Басаев обратился к Хаттабу и сказал: «Если ты сейчас не выполнишь мой приказ, то в судный день я буду свидетельствовать перед Аллахом, что ты не выполнил приказ своего амира». Услышав эти слова, Хаттаб тут же извинился и приступил к формированию штурмовой группы, которую сам и возглавил. Как впоследствии рассказывал сам Хаттаб, он испугался тех слов Шамиля и того, что в судный день ему нечем будет оправдаться перед Всевышним. Хаттаб отобрал группу воинов из 70 бойцов-добровольцев. Перед боем к воинам с речью обратился Шамиль. Затем начался штурм. Как рассказывают участники боя, уставшие из-за длительного перехода воины поднимались на высотку под ураганным огнем противника с невероятно медленной скоростью. Сил двигаться вверх практически не было, они руками помогали себе переставлять ноги. О прицельной стрельбе по десантникам не было и речи. Однако, когда передовая группа взобралась на высоту, перед ними предстала впечатляющая и вместе с тем странная картина. Около 100 трупов были свалены в одну кучу, как будто кто-то специально перетащил их в одно место. На лицах всех десантников застыл ужас. Лица были серо-пепельного цвета. Практически у всех были пулевые ранения в голову и грудь почти под горлом. Чеченцы потеряли 25 бойцов, по другим данным 21. Почти все убитые под Улус-Кёртом были похоронены в населенных пунктах Веденского района, Тивзана, Маккеты, Хаттуни. Как заявлял впоследствии Хаттаб и бойцы штурмовой группы, у всех участников того боя было ясное ощущение того, что причиной смерти десантников была не столько их стрельба, сколько действие другой силы, Бога и его ангелов. Хаттаб, известный любитель рассказывать эпизоды различных сражений, в которых он участвовал, практически никогда особо не распространялся о бое под Улус-Кёртом. Об этом бое мало рассказывали и другие его участники. Когда чеченские воины пытались расспросить Хаттаба о том сражении, он обычно отвечал коротко: «Это была не наша работа». Уже много лет российская пропаганда, стараясь исказить реальные события того сражения, продолжает рассказывать небылицы о полчищах боевиков и горстке русских героях. Пишутся статьи и книги, снимаются фильмы и постановки, по ТВ выступают генералы и политики. Кадыров соорудил в Джохаре, Грозном, памятное капище уничтоженным русским и назвал в честь убийц чеченского народа улицу. Каждый год русская государственная пропаганда называет разные цифры потерь чеченцев в том бою: то 500, то 1500, то 700, это последняя версия. На простой вопрос, а где массовое захоронение боевиков, московские пропагандисты предпочитают не отвечать. Кстати, в те дни в районе Улус-Керта чеченцами в общей сложности было уничтожено до 200 спецназовцев российской армии. Однако официальные огласки были преданы только потери среди псковских десантников, о которых невозможно было умолчать, поскольку все они были из одной части и одного города, и все жители Пскова были в курсе этих потерь. Примерно через неделю после боя под Улус-Кёртом, в местечке Дуцхати Сильментаузенской сельской администрации, русскими оккупантами с помощью местных национал-предателей, были преданы, а затем подло расстреляны 42 раненых и безоружных воинов, участников горного перехода, которые по решению командования были временно оставлены в одном из зданий на окраине села. Впоследствии предателей нашли и уничтожили. Через некоторое время после кровавой расправы русских над ранеными чеченскими воинами, 29 марта 2000 года чеченскими бойцами в районе села Джани-Ведено была проведена крупная спецоперация по разгрому колонны русских. А в результате внезапной атаки было уничтожено несколько десятков пермских ОМОНовцев и 11 взято в плен. Через некоторое время после несостоявшегося обмена военнопленных на полковника Никрофила Буданова, они были расстреляны по приговору шариатского суда. Важным моментом в истории с пермскими ОМОНовцами является то, что все они, без исключения, были из числа тех самых убийц, которые расстреляли в Дуцхоте раненых и безоружных чеченских воинов. ОМОНовцы снимали на видеокамеру добитых ими муджахидов, имитируя ожесточенный бой с остатками отрядов Басаева-Хаттаба в Аргунском ущелье. Правда, в плену у чеченцев герои вели себя совсем не по-геройски. Таковы реальные факты тех исторических событий. А в марте 2017 года путинский пес Кадыров водрузил 10-тонный крест в честь уничтоженных псковских десантников. Любопытно, что русские выгравировали на христианском символе имя древнегреческой языческой богини Ники. Это и есть истинная религия русских и чеченских безбожников. Да примет Всевышний мученическую смерть павших воинов за свободу чеченского народа. Разговоры о том, что десантный полк Псковский был, ему противостоял до 2000 человек, и он там геройски, мол, погиб, все это распространяется
по телевидению, Путин там рассказывает эти разговоры. Российское телевидение идет полный, значит, полномасштабный репортаж об этом. Целый день только и слышишь об этом. Но люди должны знать правду. Не было этого. Никаких тысяч там не было. Там не было и сотни наших людей, чеченцев, которые противостояли этому бандитскому полку, как и всей этой армии, которая была бандитская и напала на территорию Чечни, на чеченский народ, убила 250 тысяч человек. Сегодня, когда Кремль возвышает, оправдывает свои преступления, не сказать слова об этом, это значит согласиться с этим. Я, конечно, не согласен с этим, как и все наши люди, которые это знают на самом деле. Молодежь тоже должна знать это. Не было такого. И никаких там 2000 человек не было. Это был полк, который шел для того, чтобы уничтожать наших людей, мирных, которые через горы хотели пробирались и хотели убивать наших людей. Это были убийцы. И наши сопротивления, наши воины дали им достойный отпор и уничтожили этот полк на самом деле. И для нас то, что сегодня в этом месте они поставили памятник, это временное явление. Это позор для нас, если мы с этим согласимся. Этого не было, и люди должны знать, что всего нашего сопротивления тогда, в те годы, было не более, там, скажем, 3-4 тысяч воинов в самые лучшие времена. Они здесь уже 2000 этого полка выставили. Это смешно. С какой стати? Наши воины не воевали там вот так, как они там говорят. И Путин здесь выходит и высказывает такие вещи, которые совершенно не соответствуют действительности. Конечно, кроме этого, есть много причин, чтобы сказать, что это преступное было действие со стороны Кремля, со стороны этой армии. Они не имели права нападать на суверенное демократическое правовое государство, воспользовавшись тем, что они незаконно совершили государственный переворот в своей стране. В 1993 году развалили, собственно говоря, захватили власть, придумали себе новую конституцию, которая не имела юридической и правовой основы, не референдум, а путем опроса населения, как они сегодня пытаются тоже снова эту конституцию снова также изменить путем опроса населения. Это юридически не обоснованно и не считается правовым документом. И тогда они приняли тоже такой документ и написали, что Чеченская республика является частью России. По какому праву? Никакого права не было. Чеченская республика, как и другие все республики из бывшего Советского Союза, воссоздала свое государство в рамках международного права, в рамках закона СССР, РСФСР и Чечено-Ингушской республики. Поэтому разговоры о том, что какое-то они совершили геройство, это не подходит никак ни по каким меркам. Это не должны признавать ни русские сами, русский народ и российские народы. Те, кто там это сегодня объясняет, объявляет, это просто, знаете, ну, скажем, это просто стыдно смотреть на это. И не стыдно, как говорится, этим людям, которые там приехали, матери, отцы. Они послали своих убийц убивать чеченских детей, женщин и стариков. И сегодня вот такое вот дело. Это не пройдет. Это наш народ это хорошо знает.